Легенды Коми-края увидят в Дубае. Мультимедийное шоу легендарный ансамбль «Осякыя» покажет в рамках фестиваля русской культуры «Матрешка». Причем уже в ближайший понедельник. Приглашение выступить на мероприятии коллектив получил от Виктории Лопыревой на Днях Республики Коми в Москве. Планов на новый сезон у театра немало. Помимо гастролей, это и возрождение любимых постановок. Наталья Юрьевна подробнее. Последние репетиции перед началом очередного долгожданного концертного сезона Республиканской филармонии. На сцене всеми любимая «Осякыя». В этом году визитную карточку нашей самобытной республики увидят в Объединенных Арабских Эмиратах. Такая ответственная миссия – передать традицию и культуру коми-народа через призму искусства. Будем принимать участие в мировом шоу «Достижение науки, искусства, техники» на Экспо 2020, и также принимаем одновременно участие на фестивале «Русская матрешка». Это все будет проходить в Дубае. Вот. Из-за пандемии это мероприятие отложилось, поэтому нас пригласили именно в 2021 году это все будет происходить. Официально свои двери филармония откроет уже 14 октября. В большом концерте примут участие все солисты и коллективы музыкального учреждения. А вот билетов на шоу, увы, хватит не всем. Эпидемиологическая обстановка диктует свои правила. Зрительский зал может быть заполнен лишь наполовину. 82-й сезон стал первым для нового руководителя учреждения. Егор Золотарев назначен на должность меньше месяца назад. Меня очень порадовало, когда я зашел в филармонию в первый день. Мне представили коллективу, мы немного пообщались, потом провели экскурсию. И мне очень понравилось, что практически в каждом кабинете, в каждом закутке, везде это кипит творческая работа. Везде репетируют, везде занимаются. Это очень хорошо, на самом деле это говорит о том, что здесь именно царит творческая атмосфера. Так и должно быть. Сезонное событие окажется очень насыщенным. Старт задаст поэт Николай Тюрнин. Заслуженный работник республики и России отметит свой день рождения на сцене. Спустя год, связанный с пандемией и ограничениями, возвращается джазовый абонемент. В репертуарную афишу новогодних каникул также внесут изменения в этом сезоне. К детским мероприятиям добавятся и вечерние спектакли для широкой аудитории. При этом для молодежи культурная жизнь становится доступнее. Пушкинской картой, это всероссийский проект, теперь можно расплачиваться и в Республиканской филармонии. Прежде всего, конечно, он ориентирован на нашего молодого зрителя в возрасте от 14 до 22 лет. Поэтому этот проект называется «Пушкинская карта». Поэтому, если у кого-то еще нет этой самой карты, получить ее достаточно просто, и это абсолютно бесплатно. Для этого всего лишь нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, заказать в личном кабинете эту пушкинскую карту, и уже при получении на ней будет лежать сумма в размере 3000 рублей. В следующем году эту сумму обещают увеличить до 5000 рублей. И потратить эти средства вы сможете, приобретая билеты как на концерты у нас в Коми Республиканской филармонии, так и на концерты во время наших гастролей по республике. А зрители ее очень ждали, также внесли в программу Коми-края, созданная к столетию региона. Коллектив представит в начале февраля на сцене театра, оперы и балета. Наталья